принципе, территория Якутии и прилегающих к ней района крайнего северо-востока России интересна в филогеографическом плане для установления связей фауны на протяжении плейстоцена между различными частями азиатского континента и Северной Америки. Дело в том, что часть фауны, которая обитает в Сибири, она является по происхождению североамериканской, а часть, наоборот, значит, диффундировала, переселялась из Азии в Северную Америку. И этот межконтинентальный обмен имеет очень длинную историю, начиная с раннего палеоцена, то есть там 63-65 миллионов лет, в так называемом Кларфорке установилась первая связь, и значит, произошел фаунистический обмен между Евразией и Северной Америкой. Потом вот эти связи межконтинентальные, фаунистические, много раз восстанавливались, и последний раз такая эпоха была, это эпоха Берингийской суши, когда Берингового пролива не было, и был широкий перешеек, соединяющий Северную Америку с Азией. И это вызывает большой интерес в среде зоологов, палеогеографов, всех ученых, которые связаны с изучением ледникового плейстоценового периода. Наш интерес к фауне Якутии заключается в двух аспектах. Первое – это изучение поздней ледниковой фауны, проблем вымирания организмов, вымирания в первую очередь мегафауны позднего плейстоцена, включающей мамонтов, шерстистых носорогов, пещерных львов и других животных. Тех, которые населяли просторы Якутии и неожиданно 10 тысяч лет назад вымерли. Вымирание животных на территории Евразии существует много вопросов и много сломано копий, существуют противоположные точки зрения на процесс вымирания. Но это вопрос очень многогранный, и он не решается просто. Например, у палеогеографов, палеонтологов сложилось вполне определенное представление о том, почему вымерли мамонты. Мамонты вымерли не только в Евразии, но и в Северной Америке. А с лошадьми произошла очень интересная история. Она очень показательна о том, как мы мало знаем об минувших эпохах. Почему? Потому что в Северной Америке вместе и одновременно с мамонтами вымерли лошади. Они вымерли как мамонты. А почему? Что, их съели люди? Да их были миллионы этих лошадей, так же как бизонов. А бизоны пережили, а лошади нет. Это загадка. Но у американских палеонтологов есть приблизительный подход к решению этой проблемы, который они опубликовали давно, еще 50 лет назад, в 70-е годы. Общее представление такое – это какая-то эпидемия. Или лошадиный сап, или сибирская язва, или какая-то другая болезнь, там, высоковирулентная, заразная. Почему? Потому что сложно предположить какую-то другую катастрофу, которая бы заставила вымереть такой успешный биологический вид во всем западном полушарии. Лошади вымерли 10 тысяч лет назад и появились снова в Северной Америке только вместе с конкистадорами, которые привезли их туда на своих галеонах и каравеллах. Они разбежались, остатки лошадей-конкистадоров, и сформировали те огромные миллионные стада мустангов, которые населяли прерии западных равнин Соединенных Штатов вот до конца практически XIX века. Но это один аспект. А второй аспект, то есть вот мы изучаем
процессы вымирания, формирования фауны современного облика и как происходили биологические трансформации с различными животными. Вот я лично занимаюсь хищниками. Да? Меня интересуют эволюционные процессы среди кошачьих и псовых. И, в частности, одной из задач моей поездки сюда в этом году – это изучение коллекции ископаемых волков позднего плейстоцена, которые были найдены на территории Якутии, Центральной Якутии, бассейнах Яны, Индигирки и Колымы. Мы пытаемся решить эту проблему. Сейчас мы только в начале этого пути, и мы пытаемся сравнить, какие процессы шли эволюционные у современных волков других регионов и у волков Якутии, как менялся их биологический облик на протяжении последних 40-50 тысяч лет. Этой проблематикой никто не занимался, а мы пытаемся решить эту проблему впервые. Вторая задача, связанная с волками, это одомашнивание собаки. А на территории Якутии найдены ископаемые собаки возрастом разным 3, 7, 10 тысяч лет назад. И мы пытаемся среди ископаемых собак, которых немного, найти переходные формы. Дело в том, что если есть на территории собаки, то всегда встречается в дикой природе некоторое количество волчьи-собачьих гибридов. Их тоже надо вычленить, определить и посмотреть, что с ними не так. А что с ними не так? Дело в том, что в современной природе, в лесах европейской части России обитает определенное количество волчьи-собачьих гибридов, и мы будем делать генетические исследования таких помесей и определять, как они морфологически по строению зубов, черепа отличаются от линий чистых волков. Мы найдем подтверждение существования древнего появления собак в Якутии, то мы прольем свет еще на процесс доместикации такого важного спутника человека, древнего человека эпохи палеолита, как собака. Вот есть подозрение, что первые собаки появились у людей, у жителей древнего мира около 30-40 тысяч лет назад. И еще один немаловажный аспект нашей работы здесь – это поиски представителей древней алёрской фауны, которая обитала на территории Якутии около 1 миллиона лет назад. Вот. Эти находки древних животных, которые находятся и в других частях Европы и Азии, они в Якутии иногда встречаются на отдельных реках, но мы до сих пор не нашли ни одного коренного местонахождения этой фауны. Все находки, сделанные и очень интересные, и достаточно редкие, были найдены на пляжу, то есть в результате перемыва рекою. Где-то существуют выходы этих коренных пород, содержащих остатки древней фауны, которые было бы интересно найти, находки исследовать. А это какие виды животных алёрской фауны? Очень разные. Это антилопы, это лошади, это древние волки ксеноционы, грызуны, в том числе бобр трогантерий и другие представители. Была выдвинута теория, на которой должны были равняться все палеонтологи мира. Проблема вымирания мегафауны, она часто обусловлена антропогенным фактором. То есть всех съели люди, и исследовать особо нечего. И нужно было на эту тему работать, и гранты давали только под эту тематику. А кто не поддерживал такую гипотезу, тем денег не давали. Вот. Но тем не менее, у нас есть уже результаты, например, наших коллег, которые исследовали пещерных медведей Урала. В пещерах Урала найдено довольно много костей пещерного медведя Урсус пелеус. Вот.
которые не имеют воздействия следов человека. То есть на них нету пробоя на черепе от копья, нету следов срезания мяса каменным инвентарем, скребками металлическими с ребер и других костей скелета. Есть такие находки, есть, но их мало. Скажем так, это 1-2% всех находок это то, что убили древние люди, а 98% всего костяного материала это остатки медведей, которые умерли своей смертью, без участия человека. Поэтому нельзя сказать, что медведи вымерли, потому что их истребили люди. Отнюдь. Так же, видимо, и с другими животными.